Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. По статистике Министерства здравоохранения России у 20 миллионов россиян, то есть у каждого седьмого, есть проблемы со зрением. Еще 20 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. О том, как сегодня работают врачи-офтальмологи, а также о том, как сохранить зрение, мы поговорим с заведующей стационарным отделением Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, главным внештатным офтальмологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, кандидатом медицинских наук Екатериной Кимовной Захаровой. Добрый вечер, Екатерина Кимовна. Добрый вечер. Почему люди все чаще стали испытывать проблемы со зрением? Всему виной телевизоры, гаджеты или все-таки причина кроется в другом? Хочется сказать, что действительно всему виной большая зрительная нагрузка. Очень большая. Современный мир без этого не может. И, наверное, если 20 лет назад вспоминали, 20 лет назад не было такого все-таки, чтобы вся наша жизнь находилась в маленьком телефоне, в котором мы хранили и финансовые, и все контакты, и рабочие какие-то моменты. Поэтому зрительная нагрузка именно когда человек работает близко, возросла в разы. Не просто в несколько раз, а в разы возросла. Потом, что такое компьютер? Раньше был компьютер один на всю семью, сейчас он у каждого компьютера. И речь идет о том, что дети в 1 класс пойдут уже с компьютерами, правильно? Поэтому, конечно, работа на близком и на среднем расстоянии выросла в разы. Потребность в этом очень высокая. И плюс еще к тому, что современный образ жизни все-таки предполагает гиподинамичное такое состояние человечества. То есть у нас сейчас люди не ходят пешком, у нас люди ездят на машинах. Вот, если не на машинах, то это другие какие-то виды транспорта. Ну и то, что у нас, можно сказать, в современном мире уже пропало такое понятие, что как «пойдем погуляем на улице» у детей. То есть дети на улицах не гуляют совсем. И это проводится уже под присмотром родителей в определенное время, то есть, все ограничено достаточно. То есть я хочу сказать, что сейчас движение человечество утратило. Конечно, есть сознательная часть населения, которая двигается, которая занимается спортом, еще что-то, но все-таки их не так много. Вот. Ну и плюс, я говорю, еще потребности, и плюс все-таки не надо забывать о том, в каких климатических условиях мы проживаем все-таки. Это все-таки очень длинная суровая зима, когда большая часть детей находится в помещении. Все-таки большая часть людей длительное время находится в помещении. А уже доказано, что когда ребенок находится не в помещении 2,5 часа, то есть он гуляет менее 2,5 часов в день, то можно предполагать, что у него будет развиваться близорукость. Угу. Вот как раз о детях, порой приходится слышать, что носить очки вредно, особенно детям, что глаза расслабляются, зрение садится. Правда ли это или миф? Я думаю, что это миф, потому что очки — это не просто прихоть какая-то, правильно? Они же одеваются не для красоты, их назначает врач. Врач-офтальмолог, то есть они назначаются строго по показаниям, и каждые очки имеют свои назначения. Если это тяжелое нарушение рефракции, то очки назначаются постоянно, даже для постоянного ношения. Это касается части и детей в том числе, потому что если ребенок, извините, без очков имеет зрение 10%, это даже небезопасно, как он будет ходить по улице просто-напросто. А во-вторых, мы же знаем, что существуют очки для дали, когда человеку назначено, когда он плохо видит далеко, либо для близи, потому что он не может выполнять работу для близи. Просто у всех очков существуют правила подбора, этими правилами досконально знаком с ними именно врач-офтальмолог. Поэтому, в общем-то, я призываю наших пациентов очки подбирать. Может быть, пусть на меня оптики сильно не обижаются, но если в оптиках, то у оптометристов обязательно. А если есть возможность, все-таки обязательно, особенно с детьми, посещать врача-офтальмолога. Потому что, к сожалению, у детей есть такая особенность, что мы можем ожидать прогрессирования, ухудшения зрения. Поэтому, конечно, подбор очков и замена очков должны проводиться под контролем врача. В поликлиниках по месту жительства? Конечно, в поликлиниках по месту жительства. Есть ли группа риска по заболеванию глаз, или ребенок автоматом унаследует от родителей миопию, если она у них есть?
Но все равно, конечно, все наследуется. Все наследуется, и если у мамы с папой близорукость высокой степени, можно ожидать, что у ребенка тоже будет близорукость высокой степени. Ну и наследуется это раз. Во-вторых, группа рисков тоже есть. И наследуются определенные анатомические особенности, особенные анатомические параметры, в том числе и слабость склеральной стенки, например, да, склеры. Это может быть еще также повышенная такая, как называют, пластичными таких людей. Вот эта пластичность, это говорит уже о том, особенно у детей, когда вот очень любят гимнастками девочки становиться такие, выполняют сложные упражнения, но это говорит о том, что у них коллагеновое волокно настолько тонкое, можно сказать, изящное, что здесь можно ожидать появления близорукости и действительно роста близорукости. Ну и еще существует большая группа наших пациентов с астигматизмом. Вот этот маленький небольшой астигматизм может быть даже меньше 1 диоптрии, который не требует вроде бы специальной коррекции, но он говорит о том, что человек будет иметь зрение все-таки не единицу, а такие люди, они обычно видят 8-й, 9-й ряд, 10-й ошибаются. Вроде и зрение высокое. И вот как раз на таких глазках у детей очень быстро развивается близорукость. В интернете есть огромное количество полезных советов, в них можно уже заблудиться, там, начиная от морковки, черники форте и прочих БАДов, гимнастики, упражнения. Все-таки как специалист, что бы вы посоветовали, какую практику, гимнастику, допустим, ту же самую применять? Какой, возможно, тип питания для улучшения питания глаз употреблять? Ну, в интернете полезное тоже есть, можно Вот так как сказать. отделить, да, да. как вот отделить зерна от чего-то, да? Ну, во-первых, хочется сказать, я всегда призываю к чему, что когда я тоже детей консультирую, у меня спрашивают: доктор, скажите, что же нам делать? Ну, если я перед собой вижу ребенка, который совсем не шевелится, мы видим, что у него такой избыточный вес, вот, движения там, конечно, мало. Родители целый день на работе. А где ребенок? Ребенок в гаджетах. Это очень удобно, да. Ребенок у компьютера, у телевизора. И он находится в комнате. И даже в школу его везут на машине. То есть он никогда не смотрит, очень малое время смотрит в бесконечно далекое пространство. Очень мало времени смотрит. Поэтому зрение вдаль ему не нужно. У такого ребенка мозг получает команду, ему нужно видеть близко, все время близко видеть. Поэтому можно предполагать, что здесь будет близорукость. И одной зарядкой для зрения здесь не обойтись. Когда мне говорят: вот будем ходить на зарядку зрения, но если, к сожалению, одной зарядки зрения тоже мало. Нужна все-таки физическая нагрузка у ребенка. Я вот призываю все-таки водить детей на физкультуру. Обязательно, чтобы ни в коем случае никаких отмен не было, поскольку вот насколько позволяет его здоровье, настолько нужно посещать физкультуру. И заниматься желательно этим не 2 раза в неделю. Вот иногда говорят: ой, вы знаете, мы ходим в бассейн. Ну, говорю, в бассейн сколько раз ходите? 2 раза в неделю по часу. Ну, от того, что он 2 часа полежит в неделю в воде, ничего не изменится абсолютно. Поэтому заниматься физкультурой надо каждый день. Каждый день. И желательно отдать его либо в секцию, либо на танцы, да хоть куда. И все время говорю, когда вот у меня спрашивают тоже, а нам вот предлагают это упражнение с меткой на стекле. Метка на стекле очень хорошо. Но можно играть в теннис, еще полезнее будет, он еще и прыгать при этом будет. Можно играть в футбол, волейбол. То есть предмет все время движется. У ребенка все время зрительный аппарат находится в постоянном движении. То есть те же мышцы в глазу, у нас есть мышцы в глазу, они постоянно напрягаются. Плюс еще и он сам напрягается. Поэтому у меня призыв заниматься физкультурой. Вот, кстати, вот мы о детях все говорим, да, сейчас мода у подростковой молодежи одевать цветные линзы без диоптрии. Ну, вот то у тебя голубой глаз, то какой-нибудь тигровый, то еще что-нибудь. Насколько это влияет на глаз? Насколько влияет? Если это грамотно носится, это вполне безопасная процедура. Я, в принципе, не возражаю, если это Хэллоуин, еще что-то, какой-то вечер праздничный. Ну, почему нет? Конечно, можно одеть.
Но вообще нужно понимать, просто отдавать отчет, что все это нужно выполнять в определенных санитарно-гигиенических соблюдением санитарно-гигиенических правил, что в линзах нельзя спать ни в коем случае, что если это однодневные линзы, они должны быть только на один день, то есть вы их одели утром и вечером сняли и выбросили. Ни в коем случае их не надо класть опять в раствор и одевать снова, потому что такие линзы не сохранят свою форму, все равно кривизна будет искривлена, нарушена, и это может привести, к сожалению, к тяжелым последствиям. Поэтому я не возражаю против этого, но чтобы было все сделано правильно. По правилам. Да, по правилам. Вопрос от зрителя. Дочке 3 года, страдает от конъюнктивита после каждого посещения детского садика. После того, как своет, сразу начинают глаза болеть. В чем дело? В иммунитете, в адаптации к садику? Или плохая дезинфекция? Ну, это нужно смотреть обязательно. Если все-таки это конъюнктивит конкретный, то это же инфекция, прежде всего инфекция. Значит, может что-то не обрабатывается или что-то не так обрабатывается. Нужно поговорить, может кто-то, какое-то полотенце, еще что-то. Как выполняются санитарно-гигиенические правила. Нужно как бы поговорить с воспитателями, сказать, что вот такая проблема существует и что при этом выполняется. То есть как они умываются, как они руки обрабатывают, какое мыло. Ну, вот, может, там кусочек мыла лежит один на всех ребятишек, понимаете? Вот, и кто-то ходит с какой-нибудь хронической инфекцией. Это все достаточно сложно, поэтому надо сначала поговорить с воспитателями детского сада, рассказать им эту историю и с медицинским работником детского сада обязательно. Потому что конъюнктивит — это серьезно, очень. Что вы можете сказать про очки для работы за компьютером? Насколько они эффективны, или это все-таки маркетинг играет свою роль? Ну вот я сама тоже в очках. Но не для компьютера, я так понимаю. Но не для компьютера, да. Но покрытие есть. Покрытие есть. И поэтому я к ним положительно отношусь, к этим очкам. Они все-таки, вот это вот цветовой фон, он создает специальные условия, это не просто так. И мне очень, например, я сама пробовала в таких очках ездить за рулем. Это, да, облегчает. Я за. А вот эти очки, которые тренажеры с дырочками? Тоже хорошо, но это до тех пор хорошо, пока вы ими пользуетесь. Как только вы перестанете пользоваться, они утратят свой смысл совсем. Ну, это все зависит от того, кто носит эти вот с дырочками, ребенок, это взрослый, при каких, то есть все нужно смотреть индивидуально, конечно, но плохого в этом ничего нет. Ну, лето, солнце, у нас и в зимний период иногда применяют солнцезащитные очки. А вот как их правильно выбрать в оптике? Насколько влияют они на защиту нашего зрительного аппарата? Но все-таки как специалист, если говорить как врачу-офтальмологу, то, конечно, вся очковая коррекция должна подбираться в оптиках. И даже солнцезащитные очки все-таки желательно покупать в оптиках, потому что они работают с сертифицированными товарами, и поэтому здесь мы уже имеем хоть какую-то гарантию. Если вы покупаете на улице, то вы можете рисковать и покупать неизвестно что. Неизвестно что, потому что это товар, который не прошел проверку определенную. Поэтому сказать, что можно брать где хотите, тоже не могу. Ну, давайте поговорим на самую, наверное, популярную тему. Это коррекция зрения. Каким образом можно скорректировать зрение в зависимости от возраста человека и какие диоптрии поддаются этой коррекции? Ну, коррекция зрения — это, конечно, очень насущная проблема в связи с тем, что мы уже озвучили проблему. У нас очень много людей с нарушениями рефракции. Нарушение рефракции — это одна из первых везде, самое первое место занимает среди заболеваемости, среди офтальмологической заболеваемости везде, а людей с нарушением зрения все больше и больше растет. Прогноз такой, что действительно мы скоро будем все в очках находиться. Поэтому большинство человечества будет обречено носить очки, очковую коррекцию. Конечно, поэтому операции, которые исправляют нарушение рефракции, они сейчас очень популярны и востребованы. Это, конечно, очень хорошо и очень удобно, когда мы можем помочь человеку, допустим, который постоянно носит очки или
не постоянно носит очки, но плохо видит далеко, а у него есть потребность и далеко хорошо видеть, и близко. Если ему выполняется рефракционная хирургия, ну и помогает ему, это очень здорово. Просто, конечно, нужно понимать, что и существуют показания для рефракционной хирургии и противопоказания для рефракционной хирургии. И нужно еще раз понимать, что такое рефракционная хирургия. Если мы говорим про близорукость, это все-таки большой глаз. Увеличение глаза даже на 1 мм ведет к формированию близорукости в 3 диоптрии. Поэтому как мы можем с вами, если глаз человека в среднем в норме 24 мм, у каждого свой размер глаза, его сейчас можно измерить, существуют специальные приборы, это можно сделать и на Свердлова, и в некоторых наших медицинских поликлиниках продвинутых, например, наших филиалах, да, либо в других частных клиниках есть такие. Мы можем с вами измерить размер глазного яблока и увидеть действительно, что да, размер глаза больше. И спрашивается, как же мы можем уменьшить? Если размер глаза больше, то есть у нас получается наши оптические среды, такие как роговица и хрусталик, они не могут сфокусировать все зрительные лучи на сетчатке для того, чтобы человек хорошо увидел. Поэтому ему предполагается носить специальные линзы, которые сфокусируют эти лучи на сетчатке, и человек начнет видеть хорошо далеко. Как же можно уменьшить размер глаза? Как можно его уменьшить? Что делает рефракционная хирургия? Рефракционная хирургия истончает оболочку, а именно роговицу. Поэтому, конечно, смысл рефракционной хирургии – сделать эту хирургию совершенно безопасной. Все виды рефракционной хирургии направлены на это, чтобы у нас пациент после операции сразу не только улучшил зрение, но чтобы его не беспокоили светобоязнь, слезотечение, чтобы он не испытывал никаких неприятных раздражающих факторов. Ну и для этих целей применяются различные виды операций. Существуют операции с формированием специального лоскута, флэпа, который во время операции поднимается, и под ним выполняется уже истончение, испарение, слоев роговицы, потом лоскут укладывается на место. Это выполняется у нас на Свердлова. Данная операция носит название «Ласик», и она обеспечивает, в связи с тем, что у нас существует фемтосекундный лазер, этот лоскут идеально подходит. То есть это все процедуру выполняет специальный прибор, суперточный. Существует еще методика, сейчас, может быть, слышали, смайлов, когда эти истончения происходят со встроме роговицы в виде маленького небольшого лоскута. При этом, конечно, разрез уже не такой большой, то есть там нет большого такого лоскута, который формируется. Разрез небольшой, и при этом, конечно, у нас происходит тоже улучшение зрения, но эта операция, так сказать, более сложная, можно сказать, может быть в какой-то степени более безопасна, и очень эффективна. Это когда выполняется методика смайл, она выполняется даже на тех роговицах, которые, к сожалению, на которых мы не можем работать, выполнить методику ласик. Надеюсь, что у нас может такой лазер скоро появиться, и тогда мы нашим пациентам можем предложить и другой метод хирургического лечения. Пожалуй, по методикам рефракционным, если замена на мультифокальный линз? Другой вопрос. Замена еще такое существует. То есть, когда у нас есть близорукость очень высокой степени, когда мы таких пациентов оперируем, это, например, люди, которые имеют близорукость -20, носят очки, они даже носить такие очки не могут. Обычно все заканчивается на 12, и контактные линзы такие невозможно подобрать. И люди видят обычно первый, второй ряд и не могут работать. Поэтому у таких пациентов или у гиперметропов высокой степени, которые видят плохо и далеко, и близко, им нужно постоянно менять очки. Для дали одни, для близи другие. После 40 лет, хотя это активный еще возраст, получается, человек испытывает колоссальные неудобства, особенно в современном нашем мире. Таким людям мы можем предложить замену прозрачного хрусталика с рефракционной целью. Но в таком случае должен ставиться специальный хрусталик уже. То есть специально нужно пройти обследование дополнительное, исключить все, так сказать, противопоказания,
что мы можем выполнить эту операцию. И уже нужен специальный расчет хрусталика. И такая линза, интраокулярная линза или искусственный хрусталик, может быть заказана и имплантирована пациенту. Но нужно понимать, что все-таки идеалы, некоторые как думают, что если они заплатили деньги Значит, там все с будет искусственным супер. хрусталиком, то у них будет суперзрение. Это будет и далеко 100%, и близко можно будет вообще аннотацию от лекарств читать без очков. То есть очень мелкий шрифт, больше, чем семерка, меньше, чем. Поэтому надо понимать, что здесь все равно существуют определенные возможности. То есть если это будет хорошо далеко, то вблизи это будет, наверное, расстояние 40 сантиметров, 40, максимум 35 сантиметров. А большинство ведь близоруких людей очень хорошо видят близко. Поэтому, как правило, это самая такая требовательная часть пациентов. Поэтому тут нужно, конечно, все объяснять, рассказывать, и обсуждать с пациентом о том, что его ожидает и какие возможности можно получить. А после операции на коррекции зрения через сколько зрение может ухудшиться? Оно может ухудшиться, да, в какой-то степени. Во-первых, всегда близорукость считается у нас все равно рефракция выполняется только в том случае, если у нас близорукость стационарная, то есть она не прогрессирует. Для этого все-таки мы должны иметь какую-то доказательную базу. Поэтому, когда такие пациенты обращаются, я всегда говорю, вы бы принесли, что у вас было год назад или 2 года назад, чтобы посмотреть действительно вашу остроту зрения, сколько было. Поэтому призываю всех близоруких людей, особенно людей молодого возраста, которые планируют себе рефракционную хирургию, и сохранять хотя бы рецепты с собой брать. То есть, когда вы идете на прием, особенно с таким вопросом, все-таки надо с собой какие-то документы, свидетельствующие о том, что у вас год назад или 2 года назад было такое зрение, надо с собой иметь. И, конечно, когда есть подозрение, когда слишком тонкая роговица, когда мы можем подозревать либо кератоконус, либо прогрессирование близорукости, а такие больные все-таки смотрятся в динамике. То есть сразу их никто не берет, и сразу операция не выполняется. То есть обычно таким пациентам назначается еще один визит обязательно через время, через полгода, через год, когда мы можем вас посмотреть и уже с вероятностью до 100% сказать, что у вас, да, стационарная близорукость, чтобы потом в дальнейшем не получить других неприятностей, что у меня опять вернулась близорукость. Вопрос от телезрителя. Хотел сделать операцию по коррекции зрения в Новосибирске несколько лет назад, но когда пришел на прием, и врач, и медсестра были в очках. Откройте секрет, почему врачи сами себе не делают. Врачи-офтальмологи — это тоже люди, у них тоже есть нарушение рефракции. И некоторые из них выполняют. В смысле, выполняется, некоторым из них бывает выполнено. Я знаю некоторых докторов, которые сделали себе рефракционную хирургию. Да, не все выполняют эту рефракционную хирургию. Надо сказать, что когда у Святослава Федорова, это наш мэтр всей нашей российской офтальмологии, это межотраслевой научно-технический комплекс, те институты МНТК, которые разбросаны по всей стране, всего 12 филиалов, и головной в Москве. Когда они начали выполнять рефракционную хирургию, которая называлась кератотомия, многих хирургов обязали выполнить эту операцию себе, и они выполняли эту операцию. Да, это было такое. Сейчас отношения более демократичные. И офтальмологов не обязывают выполнять такие операции. Да. А по контактным линзам, да, это сейчас один из таких способов коррекции зрения безочковой, но посредством линз. Как правильно подойти к их выбору? Какие лучше всего линзы применять? Какой уход за ними необходим? Во-первых, контактные линзы, это, конечно, это удобно, это красиво, и это, так сказать, очень действенно. То есть у них в контактных линзах, у многих пациентов, какая самая грубая коррекция? Это все-таки очковая коррекция. А самая получше — это коррекция контактными линзами, которые одеваются на глаз, и у человека улучшается зрение. И суперкоррекция — это интраокулярная коррекция, то есть когда мы меняем хрусталик. То есть существуют виды разных этих коррекций, именно очки, которые на глазу и внутри глаза.
Но вот по поводу контактных линз хочется сказать, что я очень рада, что в последнее время выросла и грамотность населения, да, и появились такие линзы, однодневные линзы, то есть которые одеваешь и выбрасываешь их. То есть они на следующий день не используются. Потому что буквально вот несколько лет назад все-таки у нас в стационаре проходили пациенты, которые имели серьезные осложнения из-за контактных линз. То есть у них развивался страшный вот этот кератит, вот, вплоть до язвы роговицы, и это оставляло после себя очень тяжелый след в виде помутнения роговицы, и потом им нужно было выполнять пересадку роговицы таким пациентам, а у некоторых глаза вообще пропадали. То есть иногда мы с этими кератитами, это бывает особенно характерно для акантомебных кератитов, мы с такими кератитами не могли справиться, и эти глаза иногда погибали. То есть несмотря ни на какое проводимое лечение, и, к сожалению, это из-за границы. То есть они везде, акантомебные кератиты, протекают очень тяжело, и практически справиться с ними бывает редко возможным без пересадки роговицы, но даже с пересадкой иногда удается сохранить только как орган, глаз как орган. Вот, поэтому, еще раз тоже я говорю, контактными линзами можно пользоваться и нужно пользоваться, но нужно их грамотно носить. Вот и все, которые рекомендации написаны в контактных линзах, нужно их выполнять. То есть ни в коем случае нельзя, нужно пользоваться специальными растворами. Это обязательно, только специальными растворами. Если это одноразовые линзы, то они должны носиться как одноразовые. На следующий день они не должны одеваться. Ни в коем случае нельзя спать в очках. Хотя есть линзы, которые говорят, что можно носить, в рекомендациях так и написано в аннотациях, что их одел, и можно целый месяц носить, не снимая. Не рекомендую. Все-таки линзы надо снимать на ночь. Обязательно нужно пользоваться увлажняющими каплями. И если есть явление воспаления, это сразу пациенты, которые носят у нас контактные линзы, они сразу знают. То есть глаз краснеет. Если глаз покраснел, линзы одевать нельзя. Переходите на очки и пользуйтесь дезинфицирующими каплями. Вот основные, так сказать, правила, которые необходимы для пациентов, которые носят контактные линзы. И даже несмотря на это, все равно при ношении мягких контактных линз с длительным ношением развивается синдром сухого глаза. То есть такие пациенты обречены на то, что будут капать капли. Давайте поговорим немного о маршрутизации пациентов. Каким образом им попасть в офтальмологическую больницу в Якутске? Но, во всяком случае, мы все знаем, это в городе, если касается города Якутска, у нас у всех есть прикрепленное население. То есть мы все имеем обязательно поликлиника, знаем, где у нас находится поликлиника по месту жительства. А у вас во всех сейчас поликлиниках по месту жительства имеются офтальмологи. И есть везде офтальмологический кабинет. Обязательно все начинается с вашего офтальмолога по месту жительства. Обязательно нужно прийти к нему и озвучить свою проблему. Ну, я знаю, что существует, конечно, проблема в том, что не все могут записаться, и летом бывает потребность очень большая, поэтому над этим мы работаем, так сказать, да, и надеемся, что у нас это все-таки будет преодолено, это, так сказать, препятствие, что у нас люди смогут все-таки обратиться к специалисту. Ну, а уже специалист, уже посмотрев пациента, уже примет решение. Он примет решение и поймет, нужно этого пациента направлять дальше. То есть нуждается ли такой пациент в хирургическом лечении, если он нуждается или в специальном диагностическом исследовании. И он тогда будет записан местным офтальмологом на консультацию либо в клинику ЯРУКБ, либо в ее филиалы. Правильно? Вот. А зачем это направление нужно? Вот многие задают этот вопрос. Я вот просто так хочу взять, прийти и показаться. Нет, ну взять, прийти и показаться, для того, чтобы вот взять, прийти и показаться, все-таки, я говорю, первый, это врач, во-первых, врач-офтальмолог, это по месту жительства, он осуществляет диспансеризацию. Диспансеризация – это неотъемлемая важная часть, так сказать, наблюдения за больными с хроническими заболеваниями. А заболевания глаз, как правило, очень часто много среди них хронических болезней, таких как глаукома, возрастная макулярная дегенерация. Даже пациента, прооперировав катаракту, мы все равно должны его наблюдать.
Вот, потому что сейчас существует огромное количество заболеваний, связанных с заболеваниями сетчатки, которые проявляются небольшим, вроде, казалось бы, снижением зрения, но если вовремя это не диагностировано, то это может привести к потере зрения. А только врач по месту жительства, во-первых, обладает, во-первых, такими функциями, полномочиями, как, например, выписывать бесплатные бланки, выписывать на специальных бланках бесплатные препараты, да, которые нужны этому пациенту. А ведь у нас большинство пациентов не могут капать, потому что даже сейчас у нас наши лекарства, они стоят немалых денег. Вот, и если человеку нужно закапывать, например, 2 препарата против глаукомы, да, против глаукомы, это получается иногда до 2000 в месяц. И если он наблюдается, стоит в диспансерной группе, то ему эти препараты должны выписываться бесплатно по месту жительства. И этим владеет только врач по месту жительства. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы направить и осуществлять правильный динамический осмотр этих больных, например, с той же дегенерацией макулы, да, то есть его нужно потом будет опять записать. Пациент с дегенерацией макулы должен фактически наблюдаться всю свою жизнь дальнейшую, потому что, может быть, ему понадобится введение специального препарата, ингибитора ангиогенеза, который вводится не один раз за всю его жизнь, а несколько раз. И даже, может быть, это не 1 год, а 2 и 3 года. Или это у пациента нарушение, так сказать, заболевания глаз, которые связаны с сахарным диабетом. Такие пациенты вообще должны наблюдаться у офтальмолога по месту жительства. Если это ребенок с миопией, то тем более он должен наблюдаться у своего пациента, у своего врача по месту жительства. Потому что именно он сейчас может направить на аппаратное лечение, бесплатное. Но это все делается сейчас в специальных программах, да, для того, чтобы у нас не было столпотворения, и чтобы мы могли эту помощь оказывать планомерно, в плановом порядке. Угу. Ну и в завершение, наверное, вопрос, как часто стоит проверять свое зрение? Как часто нужно обращаться к врачу? Ну, после 40 лет нужно проверять свое зрение. Обязательно. Мы всегда помним наш тот старый приказ по глаукоме, вот, который обязывал, что после 40 лет раз в год человек должен измерять внутриглазное давление. Вот, поэтому раз в год после 40 лет обязательно. Ну а если есть хронические заболевания, если у человека имеется сахарный диабет и уже есть какие-то проявления, там специальная уже диспансеризация идет. Такие люди иногда показываются и 2 раза в год. Если это ребенок с прогрессирующей близорукостью, то ему действительно мало показывается 1 раз в год. Ему надо показываться 2 раза в год. А аппаратное лечение возможно проходить раз в 3 месяца. Вот. Может быть, там понадобится назначение специальных очков. Может быть, аппаратное лечение, говорю, еще что-то. Ну, то есть наблюдение у каждой группы пациентов свое. Понимаете, у каждой группы пациентов свое. И я думаю, многие сейчас уже люди грамотные понимают это, ну, поэтому потребность такая большая. Особенно при глаукоме, когда человек потеряет зрение, ничего офтальмохирургия уже не сделает. Никто не сделает, к сожалению, да. Если человек с глаукомой потерял зрение, мы уже ничем помочь не сможем. Да, вот у нас чаще всего с этим жалуются, что не вернули зрение. Ну, и это же касается и возрастной макулярной дегенерации тоже. Если человеку вовремя не поставить диагноз и вовремя не начать лечение, то, к сожалению, центральное зрение очень сильно страдает. Люди не могут читать, вот, и выполнять привычную для них работу. Ездить на машине, теряется качество жизни. На этом у нас все. Я хочу поблагодарить Екатерину Кимовну, что она подошла к нам в студию. Мы поговорили достаточно интересно на проблему, связанную с заболеваниями глаз, потому что зрение для нас это тот орган чувств, когда мы благодаря нему получаем максимальную информацию об окружающем мире, можем видеть своих родных, близких, поэтому очень важно следить за состоянием своего зрительного аппарата, беречь его, обращаться своевременно к офтальмологам по месту жительства в случае возникновения каких-либо проблем, проходить диспансеризацию. И, безусловно, благодаря этому мы сможем сохранить наше зрение на 100% уровне. Я хочу всем жителям нашей республики пожелать, чтобы мы смотрели на этот мир широко открытыми глазами, видели все очень хорошо и четко. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы расскажем, чем живет Якутия. Всего вам хорошего и, конечно же, здоровья. До свидания.